Ну, давайте, вот, наша тема, была тут заявлена литература. Поговорим немножко о литературе, расскажу чуть-чуть, чем я занимаюсь. Я занимаюсь поэзией, пишу на хакасском языке стихи. Закончил я национальную школу, гимназию в 80-м году. Потом закончил филологию, ХГУ, хакасский русский язык и хакасский язык, язык и литература, русский язык и хакасский язык. Потом 5 лет отработал в Хакнияле, это научно-исследовательский институт, занимался исследованием стиха, есть работа небольшая, монография. Ну и попутно занимался еще музыкой. В свое время я успел закончить музыкальное училище по классу кларнета, это такой инструмент есть такой черный, если знаете. Но в 90-е годы начал учиться играть на хомсе. Попутно освоил это дело. И есть немножко 3 сборника компакт-диска, CD-диском, 2 сборника песен и 1 сборник инструментальных песен. Я где-то 2 песни спою, наверное, потом вы, может быть, зададите вопросы, и дальше мы попробуем пообщаться, успеем, не успеем. Если не успеем, вы можете потом задать вопросы в Ютубе, там уже можно плотнее общаться, я могу уже отвечать более конкретно. Давайте. Хомус. Немножко расскажу ситуацию. Дело в том, что я сам хомус в детстве не видел. Видел чатхан, чатхан, может быть, вы знаете, да, это инструмент хакасский. Хомус не видел. Реально начал как-то потрогал это только в 90-е годы. В 90-е годы, тогда мы были молодыми людьми, чуть постарше вас, но тем не менее молодые люди. Мы начали интересоваться древней культурой Хакасии, как это все было, и решили попробовать восстановить, скажем, то, что было раньше. Раньше играли на хомусе, но там хомусы другие были. Конечно, репертуара не было, ничего не было, и фактически и никакой методики не было обучения. В общем, в 90-е годы мы каждый, что мог, начал играть. В общем, это самоучки, да, многие из нас были. Сами научились петь, сами как могли писали стихи, как могли писали свои песни. В общем, так и у нас получалось. Теперь с теми, кто я начинал, сейчас они, в общем-то, люди уже довольно известны. Если вы знаете, это Евгений Александрович Улугбашев, он солист Хакасской филармонии, он, в общем, приглашает в разные страны. Это один из первых представителей Хакасии, который дал концерт в зале ООН в Нью-Йорке. Такие замечательные, интересные вещи. Достижение, скажем, того, чем человек занимался. Но есть еще другие интересные музыканты. Вячеслав Кучинов такой есть. Он сам по образованию скульптор, но тем не менее играет на хомусе, поет горловым пением, и так далее. Давайте я сейчас песни спою. Это мотивы на стихи Моисея Баинова. Был очень такой интересный поэт Моисей Баинов. На его тексты называется Тахпахи. Тахпахи – это очень четкая, сложная система стиха. Она имеет определенную структуру, 8 строк. И система рифма у нее первые строки рифмуются. Обычно рифмуются же в конце строки, да, стихи, а тут первая, называется аллитерация. Вот такая система Тахпаха.
Перевод этой мелодии такой, ну, текста примерно такой. Если ты взял чашу наполненную, то есть она наполнена, то что наполнено, не выплесни за пределы чаши, ну, за край чашки. Если ты попадешь в жизненные ситуации, в ямы, определенные трудности, то тебе поможет твой Шаян. Ну, Шаян — это Творец, это Бог. Если ты возьмешь серебряную чашу, там сначала была золотая чаша, а тут серебряную чашу, мотив повторяется. Если ты берешь серебряную чашу, и то, что там у тебя есть, то, что дано, пусть оно не прольется, не упадет. Если ты попадешь в нехорошие какие-то ситуации, то тебе, конечно, поможет твой Бог, твой Шаян. Там тексты немножко повторяются, вот Тахпах, оно различается. Вот в хакасском языке, в русском языке, к сожалению, таких примеров нельзя привести, но в хакасском языке это Тахпах, оно всегда имеет 8-строчную строку. Но следующая песня — это известный хакасский Тахпах. Эту песню все знают, давайте я ее исполню. Это песня жениха, который намерен жениться, но он так бы говорит, дает себе слово, что я пока не увижу реку, глубину реки, я своих сапог не сниму. Пока я не встречу в жизни любимую девушку, я со своей лошади не сойду. Ну, раньше была традиция карамчения, но лошади, понятно, это основной транспорт был. И, конечно, карамчили девушек на лошади. Понятно. Ну, вот такая песня. Песня юноши, можно сказать. Давайте еще одну песню, не песню, наверное, импровизацию попробую я горловым пением спеть. Но горловое пение, вы понимаете, наверное, да, слышали многие. Есть три стиля, три основных стиля. Но есть, условно можно назвать пение нижнего стиля, среднего и стиль сагат, это стиль свиста, как бы, да. Но это импровизация.
Ну, вот это была попытка горлового пения, потому что я, честно сказать, сильно не пою горловым пением, не увлекаюсь, но у нас есть хороший исполнитель, вот я говорил, вот Евгений Лубашев и вот Вячеслав Кучанов, ну, еще ряд других. Ну, может быть, вопросы есть, у нас пока еще время есть. Давайте тогда следующую песню я исполню, это называется песня для гостей. Ну, пришли гости, слова. Я ставлю большой казан, в большом казане варится баранина. И, дорогие мои гости, проходите за мой большой стол, за мой золотой стол. Ну, потом там тексты повторяются. Я в казане варю потхы. Потхы – это хакасское блюдо. Может быть, пробовали, не пробовали, не знаю, это из сметаны варится, но потхы готовлю. Потом, ну, также встречаю дорогих моих гостей. Проходите за стол мой, за большой стол, за золотой, потом я готовлю там айран, потом готовлю, ну, блюда другие. В общем, песня для приветствия гостей. Вопросы есть? Давайте еще я хочу с вами немножко пообщаться. Ну вот, почитать стихи, может быть, на хакасском языке. Чтобы вы послушали хотя бы, как это звучит. Ну, знаете, вот есть... Вы наверняка должны узнать это стихотворение, ну, хотя вот, знаете, хакасского языка, но тем не менее. Дело в том, что это перевод, переложение на хакасский язык, но я думаю, что автора этого стиха вы должны знать. Попробуйте угадать, а потом обсудим. Ханжем саған, ханыз менің неке, шүремезин зендірірамда, ше ам, сірірліні елерізін шүрене, омзын стын кедер жүрнер удар. Ханжем саған, тынпазны пайып, бірде күннәк, бірде тізін хайхи, ханжем саған шасша хайық шели, худай паза, иди перебес хаты. Попробуйте угадать. Это очень известное стихотворение в школьной программе. А теперь по рифму я скажу. А теперь, вот смотрите, я по-хакасски буду говорить, да, а вы угадайте рифму. Ханжам сара, ханызм миным нете, шюремезин зендеррамда. Знаете? Ну да, это знакомо. Ну давайте я первую строку
Я вас... Чего он вводит? Поняли, да? Ну вот, я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла и так далее. Ну, в общем, я перекладывал Пушкина. Я почему этот стих привел в пример? Хочу для вас немножко пояснить ситуацию, вот, понимание стиха. Ведь, вот, что такое стихотворение, да, если так? Ну, вот, как вот на ваш взгляд, вот, зачем люди пишут стихи? Вот, как вы думаете? Зачем это надо вообще? Чтобы красиво передавать свои эмоции. Да, вот, чтобы выразить свои эмоции красиво. А еще? А прославиться? Никто не думает? Ну, конечно, да, вот. А чем отличается... Конечно, да, надо даже выразить... А чем отличается стихотворение от прозы? Ритмикой, правильно? Только ритмикой, но есть еще стихотворная проза. Ну, Андрей Белый был такой очень интересный писатель, он писал стихотворную прозу, да? Но вот стих это, конечно, только ритм. За счет чего ритм образуется? У каждого языка он свой. В русском языке за счет ударения, ну, вы поняли, да, я вас любил, любовь еще быть может. То есть ударение падает и определенным образом упорядочен. И таким образом возникает стих. В хакасском языке стих возникает, ну, до того, до Моисея Баинова. Моисей Баинов реформировал хакасский стих, то есть он организовал хакасский ритм стиха по-другому. В русском языке это сделал Лермонтов. Ну, Лермонтов вы знаете, да? Он даже правила установил такие, что стихи надо писать ямбами. У него такой термин есть. А что такое ямбы? Ну, вы знаете, забейте в интернете. Надо писать ямбами. То есть правила должны быть у стиха. Это не просто так, вот, допустим, слова, да, а именно какой-то порядок должен быть. И, конечно, вот в хакасском языке тоже был такой Моисей Баинов. Это, я говорю, поэт очень высокого уровня, это уровня Пушкина. И он реформировал хакасский стих. Конечно, он писал очень много текстов. У него есть и роман в стихах, есть поэма, допустим, как в русском языке Пушкин. У него же и сказки есть, и эпиграммы есть, обычно лирические стихи есть, роман в стихах есть, даже прозой увлекался. То есть обилие жанров у Пушкина очень большой. Также у Моисея Романовича Баинова. Ну, давайте я еще одно стихотворение на хакасском языке почитаю, но уже это не загадка, это просто речь. Конечно, если бы вы знали стихи, там язык, там можно было бы, конечно, поговорить, допустим, на тему, почему такие так стихи, мы объяснили по-другому. У нас был еще такой Валерий Майнашев. Вот я написал как бы, у него строка есть такая: «Я в себе убил поэта». Убил я в себе поэта, ну если я построчный перевод сделал, да. Почему он стихотворение написал? Потому что теща вынудила его зарезать барана. Ну, он взял, да, зарезал барана. Ну, понятно, что как может поэт убивать уже живую душу, если так подумать, да? Это же не поэт тогда получается, что-то такое другое, ну, чабан, да, допустим. И он так сильно в себе, в общем, ну, по этому поводу написал такое грустное стихотворение, да, вот я живую душу такую, ну, скажем, отнял у животного, а теперь вот как я, что я такой вообще. И написал: «Я убил в себе поэта». А я написал реплику на эту строку. И реплика такая: «Убил я в себе поэта», допустим, ну, по-хакасски, и пошло-поехало дальше. Min поэты позымда öldürdüm. Min поэты пазымда öldürdüm. Min поэты пазымных öldürdüm. Min поэты позымда öldürdüm. Min поэты позыда öldürdüm. Min поэты позыда öldürdüm. Тфу-то-ты, хай-техай, киберсты поступали минде. Ну вот вы поняли, да, и вот заметили, что одно и то же строка как бы повторяется, но изменяется только одно слово. Позгда, пазгда, позанда, позанда, ну там. Дело в том, что это игра слов, и там раз убил поэта, да, ну, у меня что-то серьезно писал, а у меня ирония на этот текст. Ну как бы да, я убил поэта в себе. Я убил поэта, ну там в хакасский в рифму это ложится, на гвозде. Я убил поэта, отпустив его, и потом застрелил. Я убил поэта медленно, пазумно, то есть умерщвлял, не сразу убил, но убивал поэта.
Потом я убил поэта в тюрьме, ну, в общем, ограничив его пространство. А потом дальше. Блин, а как же мне теперь написать другое хорошее стихотворение? Потому что эпиграф идет по отношению к первому же, цитата, да. Вот это идет, там многоточие. Это такая своеобразная ирония на предыдущего текста. То есть, вообще, это явление в поэзии называется постмодерн. Есть когда классический текст и обыгрывается этот другой классический текст. Ну, в русской литературе я сейчас попытаюсь, ну, не все стихотворение расскажу, просто кусок, да. Ну, вы знаете, я вас любил, любовь еще быть может, теперь знаете. А вот эту строку вы знаете, я вас любил, любовь еще возможно, что просто боль сверлит мои мозги. Все различилось к черту на куски. И дальше. Знаете? Нет. Это другой великий поэт, хочу сказать, Иосиф Бродский. Знаете его, да? Почему он это стихотворение написал? Ну, поинтересуйтесь. И почему вот, казалось бы, почему надо было переигрывать и обыгрывать Пушкина, и в чем в этом прикол? Ну и теперь, как у нас времени чуть-чуть осталось, я почему включил камеру, я не зря об этом заикнулся. Дело в том, что я теперь пытаюсь заняться видеопоэзией. Вот что такое видеопоэзия, на ваш взгляд? Как вы это понимаете? Ну, такого вы не слышали? Ни разу. Я тоже не слышал. Я недавно узнал об этом. Ну, семинар проходил у нас в Хакасии. Приехали ребята молодые из Новосибирска. Чем занимаетесь? Видеопоэзия. А что такое? И я решил тоже это попробовать. И поэтому я поставил камеру на всякий случай. Вдруг картинка пригодится. То есть это, по сути, да, вот читается текст. Ну, забейте тоже в интернете, видеопоэзии, посмотрите. Это интересное явление, на самом деле. Вдруг вы тоже займетесь, я не знаю. На текст накладывается картинка. Видеоряд идет. Ну, это, по сути, стихотворный клип, по сути. Только идет текст вместо музыки. Но на поэзию, на текст накладывается еще музыка. Ну, текст должен играть главную роль и таким образом, чтобы картинки не соответствовали идее текста. Вот суть видеопоэзии. Ну вот, я свою речь заканчиваю, потому что у вас время заканчивается. Если вам интересно будет, обратитесь в YouTube, меня найдите ВКонтакте Сергей Том или Сергей Миногашев. У меня Сергей Миногашев ВКонтакте есть солнышко, ну оно как раз там с хомусом маленький такой, в общем, рисуночек на фоне солнца. А в YouTube Сергей Том найдете. Ну вот, дорогие друзья, наша творческая встреча подошла к концу. Надеемся, что вы получили огромное удовольствие от стихов и музыки, которые вы услышали. Удачи вам! Спасибо всем! Спасибо, что пришли. До свидания.